Кибермошенники в деле. Преступления в сети стали массовыми и автоматизированными. На сегодня в регионе уже возбуждено 295 дел, совершенных в информационно-телекоммуникационном пространстве. Раскрытыми в настоящее время, то есть дела направлены в суд, остается 152. Из них мошенничество совершено в Республике Ингушетия 121, раскрыто 22. Также преступление по статье кража возбуждено в этом году 19 уголовных дел, раскрытыми остаются 22 уголовных дела. Большинство преступных схем основаны на психологическом воздействии. Теперь в ход идут просьбы якобы знакомых перейти по ссылке и проголосовать за участника конкурса. Предназначение жертвы в нечестных играх всегда одно – получить личную информацию и доступ к банковским счетам. Потерпевший, можно так сказать, переходит на данную ссылку, вводит номер своего мобильного телефона и неумышленно дает доступ злоумышленнику к своему устройству, откуда дальше уже по наработанной схеме идут сообщения о том, чтобы одолжить долг и так далее. В случае, если граждане перешли на данную ссылку, стоит незамедлительно зайти в настройки мессенджера и отвязать данное устройство. Также часто киберпреступники используют желание покупателей сэкономить. Мошенники создают фейковые страницы с товарами, которые копируют дизайн популярных маркетплейсов, заманивают скидками, но на деле выуживают у них пароли и платежные данные. Мошенников в сети много, что не следует переводить денежные средства на неизвестные им счета, не относиться доверчиво к страницам в социальных сетях, которые что-то продают. Это могут быть в том числе страницы копий данных страниц, то есть это могут быть и копии магазинов и так далее. С кибермошенниками борются. Фейковые сайты регулярно вычисляют и блокируют, но аферисты постоянно создают сотню новых зеркальных страниц и изобретают все более хитроумные способы обмана. Теперь они облюбовали портал госуслуги. Также периодически следует проверять аккаунты на госуслугах, аккаунты в социальных сетях на предмет постороннего входа, потому что участились также случаи, когда злоумышленники пытались оформить кредит через аккаунт госуслуг и так далее. Единственный способ защиты от киберпреступников – бдительность. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Новости 24.